Дугун ақында мына екінші сезон башлады енді мен бақсам кенеде дугун böyle sıcak toylarda diğer türlü merasimlerde bu türkü çok popüler. Böyle fikrim çok tanıydı, isteğim var idi. Ralan ağamızın yanına gelip ayttım, Ralan bu yerini yazmağa isteyim. Gel beraberlikte bu işini yapayıq. Edip ağamız bu muzikanı yazdı, Maya Safet sözlerini yazdı. Я не хотел идти к этому, потому что я этого не видел. Но настал период, когда я понял, что творческий процесс пошел. Я увидел трек, услышал, понял, как его надо подать в исполнении Мустафы, потому что это было очень важно, это был первый опыт и с его стороны, и мой опыт работы с ним. Я уже начал понимать, что этот трек сам по себе обособленный такой, и он требует визуализации. Я предложил Мустафе визуализировать его в виде видеоклипа. Ему эта идея понравилась. Так вот и начался путь к успеху этого трека. İkinci yer elbette ki Dugun'nen bağlı, yani birinci yerine bağlı. Bu sözler tez yazıldı. Ama müzika tarafından Ralan dedi, bu müzikanı başka tarafından koyayım. İnanmazsınız, Ralan Bey en azından 2-3 ay içinde asıl timedim, ne telefon açtım, ne soradım, ne var ne yok. Bu insan hap attı ve bu müzikanla uğraştı. Для меня это новый формат музыки, для меня это новый шаг в творчестве. Ve men birinci sefer, ilk sefer bu müzikanı eshitgan so'ng men doğrusu aytsam çok heyecanlandım, bir ko'z yoshim da chiqdi. Çünkü bebek proyektini asıl o'xshamay. To'y yeri değil, bu biraz bu genç nesillerimiz için, düşünmek için biraz filosofiya şekilde kendi yazılgan bir yer. К тому моменту, когда песня уже была готова, конечно же, следующий этап – это была визуализация, создание видеоклипа. Это был нелегкий процесс, даже неожиданный процесс. Понять, как визуализировать этот клип, тоже было тяжело. Было много версий, идей, как это реализовать, саму песню, чтобы передать ее правильно. Был задействован историк Алекса Гайворонский, который помог нам с выбором локаций. Команда операторов, режиссер для Дваджиев. Когда мы оформили идею, я понимал, что съемки будут довольно-таки затратные, ведь наши локации были в разных уголках Крыма. И для того, чтобы минимизировать наши риски, я должен был подобрать ту команду, в которой сделает каждый свою работу профессионально. Çekim yapkanda türlü yerlerge bardık. Kırım'ın en chet yerlerine geldik. Bizim ayak tümümüzde deniz. Deniz uzakka ketdi. Bu denizge kıçırıp, bağırıp bu yerini aytkanda, ey vatandaşlar bizlerini eşitiniz, keliniz, kaytınız, ana vatanımız sizin bekleyin. Подбор образов нам очень хорошо помогла Халида Челингирова. На первом этапе, когда зарождается идея, у нас идет плотная работа с режиссером. Мы с Длевером плотно обсуждаем, да, все моменты, все нюансы, все образы, которые приходят в голову, и приходим к определенному итоговому варианту. Да, как он складывается? Он складывается, естественно, из концепции всей композиции. Сюда включаются локации, да, где это будет происходить, какая смысловая нагрузка на самой композиции, на самой песне, манера исполнения. То есть там очень много нюансов, которые мы должны органично вплести в образ, чтобы он звучал одновременно со всей песней. Первые съемочные дни проходили, честно скажу, очень тяжело, потому что погода нам не совсем благоприятствовала. Было очень холодно. Мы выезжали ночью, мы практически спали в машине. Мы работали на 100%, пытались создать высокохудожественную картинку, передать детали, ведь песня многогранна, она имеет глубокий смысл. Был эпизод, где мы снимали Ролана на краю скалы. Основная задача стояла на красивой картинке, но я очень переживал то, чтобы наш герой просто не упал оттуда. Это было все очень эмоционально. Хочу отметить, что в этом проекте было непросто, потому что мы ездили практически по всему Крыму, мы побывали в разных условиях и иногда просто не спали сутки, двое.
и поэтому, несмотря на это, нужно работать и нужно выдавать хороший результат. Задача была дополнить эту композицию достойным видеорядом. Цветокоррекция – один из важных и интересных этапов работы, который позволяет визуальную составляющую кадра привести в какой-то единый стиль, да, и привлечь внимание зрителя. Съемка велась в разные погодные условия. Там была сложность задать какую-то общую атмосферу из разных сцен для того, чтобы задумка режиссера сохранила свою целостность, единость. Строчки этой песни простые, но они внутри себя очень глубокие. Здесь нужно было передать смысл. Любой крымский татарин, не живущий сейчас в Крыму, почувствовал, что это адресовано ему. Передать запах, настроение, эмоции, родное наше, чтобы они почувствовали себя частичкой этой земли. Men bilesem Allah'ın beraberlikte bu işini becerdik.